Послушайте, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хотя бы одна звезда. Такие звезды есть и в нашей школе. Это дети, которые пишут поэтические строчки, сочиняют собственные рассказы. Это дети, которые неординарно и критически мыслят, которые могут преподнести любую информацию. Это те, кто живет творческой жизнью. И сегодня вы послушаете строчки из их произведений, рассказов, сочинений и эссе. Что-то мир слишком серый, скучный и неинтересный. Надо бы добавить в него красок. Все будет яркое, зеленый, желтый, синий. Сколько же еще цветов придумать можно? А хотя, пусть останется таким. В серых тонах тоже есть особая эстетика. Да, именно так думал Бог, создавая нашу планету. На ее создание ушло 7 дней, но он так и не изменил своего желания оставить ее в черно-белых цветах. Но есть единственное отличие от всех этих цветов – оттенки. Некоторые вещи получились темные, какие-то светлые. Так, чтобы было хоть какое-то разнообразие. Итак, давайте еще раз. Сколько еще будет идти это интервью? Недолго. Если мы, конечно, быстренько пройдемся по всему тому, что вы нам сказали, а не будем растягивать это дело. Ладно, хорошо. Все сначала? Да, все сначала. Я немного сожалею о содеянном. Мне было на тот момент 15 лет, и я до сих пор помню тот день. День, который изменил всю мою жизнь. Мы только переехали с отцом в другой город. Это был мой первый переезд куда-либо. Для меня это было слишком тяжело. Я имею в виду, что я тяжело перенесла этот процесс, так как раньше я не уезжала из своего родного города так далеко. Если, конечно, не считать поездку в летний лагерь, который находился, не помню точно, но где-то 300 километров от города. Ну так вот, как только мы прибыли на место назначения, где нам предстояло жить какое-то количество времени, я сразу же отправилась прогуляться, чтобы осмотреть окрестности. Конечно, боялась, что потеряюсь или пойду не туда, но любопытство было сильнее страха. Поэтому я отправилась вдоль домов, даже не думая о том, чтобы запомнить дорогу обратно. Разглядывая улицу и людей, которые встречались мне на пути, я заметила, что отошла на довольно-таки приличное расстояние. Страх сразу овладел мною. Я не знала, что делать и куда идти. К людям обращаться было страшно и стыдно, поэтому решила, что справлюсь сама. Направившись обратно, по крайней мере, я так считала, что иду в обратную сторону, я чуть ускорила шаг, почти перейдя наверх и... Чувствовали ли вы когда-нибудь ее? Боль. Я имею в виду не физическую, нет, душевную боль. Я однажды испытала такую. Никогда не забуду тот момент, когда душа просто разрывалась на мелкие кусочки. Сердце сжимало ледяная рука страха. Тебе хочется кричать во все горло, но у тебя выходит только хрип и ничего более. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Ваня резко побежал в поле, которое находилось около дороги. Я не помню, что там росло, но точно помню, что тогда меня преследовало какое-то странное чувство, что будто сейчас что-то произойдет, и я не ошибся. Что-то просвистело над нами. По телу тогда у меня пробежали мурашки, я в страхе поднял свой взгляд в небо. Словно черная птица, ракета врагов летела прямо на нас. «Ваня!» – закричала своему другу. Но он, как я понял, меня не услышал. Обернувшись, чтобы посмотреть, куда побежал Ваня, я увидел, что он даже с места не сдвинулся. И тогда я со всех ног рванул к нему, чтобы спасти. Но я не успел. Смотря на то, как ракета летит на его друга, я молил Господа, чтобы Ваня хоть сдвинулся куда-нибудь, и ракета бы в него не попала. Но этого не произошло. Понимая, что я не успею спасти этого человека, я уже начал отчаиваться. Но не сдаваться. И вот ракета соприкасается с землей. Кровь растеклась во все стороны большими темными пятнами. Чего внутри меня все похолодело. Думаю, понимая, что я больше не увижу этого человека, боль начала разрывать мое сердце и душу на мелкие кусочки, выбрасывая их в разные стороны. Прости меня, Ваня. Прости. В одной деревне, хилой избушке, жила-была девочка Анисия. Жила она с бабушкой, так как собственных родителей у нее не было. Но она не печалилась об этом, потому что считала, что бабушка – самый родной человек. Анисия очень любила слушать бабушкины рассказы. Например, «Веселые сапожки», «Котенок», «Карандашик». И вот однажды перед сном бабушка рассказала ей об одном озере, которое могло исполнить любое твое желание, если сплести венок из ромашек, проговаривать свое желание, и отпустить его в воду. Дослушав рассказ, Анисия спросила: «А это правда?» «Чистейшая правда», — ответила бабушка, и, поцеловав внучку, ушла спать. А Анисия долго не могла уснуть. Всю ночь думала об озере и о желании, которое хотела загадать. Утром, съев булочку и выпив молока, она решила отправиться на поиски волшебного озера. Надев свои красивые желто-розовые сапоги, она быстро юркнула за дверь, пока не увидела бабушку. Она направлялась к лесу. В лесу красиво, деревья поражают своей зеленью, на глаза попадаются животные. Над лесом светит яркое солнце. «Поскорее бы найти это озеро!» – думала Анисия с надеждой. Надежда. Какое маленькое слово, но сколько таит в себе глубинного смысла. Каждый сам определяет для себя этот смысл, и это единственный рецепт того, как стать счастливым. Стремление выразить свою мысль, оценить происходящие события в мире, отвлечься от повседневной суеты. Все это вы можете прочитать в книге Слоу Мэй и в очередной раз убедиться в том, что творчество объединяет, полет мысли завораживает, простой, но объективный слог привлекает внимание.